Сотрудники госавтоинспекции Коми взялись за машины с иностранными регистрационными знаками. Владельцы таких авто, как правило, не гости с юга, а российские граждане, которые пытались сэкономить на растаможке. Кроме того, транспортный налог, а также штраф за нарушение правил до недавнего времени их не беспокоили. Однако появление в начале 2020 года договора о присоединении Армении к ЕАЭС все кардинально изменило. По нему право распоряжаться транспортным средством, зарегистрированным в Армении, может только гражданин этой страны или лицо, постоянно проживающее на данной территории. Репортаж Антона Булаева. Эту Honda Accord 2010 года выпуска с армянскими номерами инспекторы остановили на окраине Сыктывкара. За рулем иномарки гражданин России. Мужчина признался, машину приобрел всего за 250 тысяч рублей. Автомобиль не растаможил и привез в Россию еще в августе 2018 года. Собственникам не уплачены таможенные сборы и, соответственно, подтверждающих документов уплаты данных таможенных сборов ни у водителя данного транспортного средства, ни у собственника нет. Между ними был составлен договор купли-продажи, хотя также собственник, который приобрел данную машину на территории Республики Армения, не мог распоряжаться ей, не мог ее также продавать. А по приезду, так как является гражданином Российской Федерации, данный собственник должен был получить ПТС, зарегистрировать данную машину Российской Федерации. Honda отправилась на штрафную автостоянку. Забрать машину обратно владельцу теперь будет крайне сложно. Мужчине придется поставить авто на российский учет, заплатить разницу в пошлинах – это почти 2 миллиона рублей, а также транспортный налог за годы полулегального пользования автомобилем. С начала года все автомобили с иностранными регистрационными знаками попали на полицейский контроль. Ранее этим водителям часто сходило с рук игнорирование правил. Теперь же при помощи специальной программы сотрудники Центра фото и видеофиксации ГИБДД Коми в режиме реального времени отслеживают перемещение таких машин. В случае нарушения ПДД информацию тут же передают ближайшим экипажам госавтоинспекции. После остановки авто водителя привлекают к административной ответственности, вносят его данные в базу, если их там не было. Было значительно доработано программное обеспечение, используемое сотрудниками Центра фото и видеофиксации, что позволило привлекать к ответственности владельцев транспортных средств с иностранными регистрационными знаками. Ранее в ходе обработки материалов фото и видеофиксации автоматических комплексов не представлялось возможным вынесение постановлений в отношении владельцев таких транспортных средств, поскольку зачастую информация о владельце автомобиля с зарубежным номером отсутствовала. Правоохранители обещают, к злостным нарушителям, которые специально приобретают машины по доверенности в странах ближнего зарубежья, а потом уклоняются от российского законодательства, будут применять дополнительные меры воздействия. К примеру, выехать за границу такому автолюбителю не позволят, пока он полностью не оплатит штрафы и налоги.